Джианбай Абдирасул только в 48 лет первый раз прикоснулся к женщине. Всю жизнь собирал калым, а это 150-200 баранов, и только в прошлом году женился. Мечтал создать большую семью, но, видно, не судьба. От сильных холодов супруга заболела. Суровый климат подорвал здоровье моей жены. Она простыла и заболела, стала инвалидом, рожать не может. Чтобы ее вылечить, я продал последнюю скотину и отвез ее в Турцию. Но нам ничем не смогли помочь. Сейчас она просто живой труп. У памирских кыргызов, как в средневековье, резко выражено социальное неравенство. К примеру, бедняки, не имеющие скота, чтобы заплатить выкуп за невесту, на всю жизнь остаются холостяками, в то время как богатые имеют по нескольку жен. Женщины тут на весь золото. Иметь жену очень дорогое удовольствие, поэтому 60% мужчин холостяки. А большинство из них даже понятия не имеют, что такое женщина. Один из них, 35-летний Кубатбек Али Ахбар, рассказал нам, что за всю жизнь даже не держал женской руки. В наших краях женщин имеют только богатые люди. У богатых по 2-3 жены, а у нас ни одной. Поэтому мы хотим уехать в Кыргызстан, обзавестись семьей, продолжить свой род. Мне 25 лет, жены нет. Тут невесту найти очень трудно, но если у тебя будет скотина, то и жена найдется. Но у нас нет ничего, мы бедные. С женщинами тут везет только богатым. Например, у хана 3 жены, а у Али Ахбара 1. И тот женился на двоюродной сестре. Я вот женился в 15 лет. У меня 2 дочки и 4 сыновей. Еще в то время за жену отдал 100 баранов, а сейчас калым больше. Слава богу, хоть одна жена есть. На вторую скотины не хватит. Из-за малочисленности женщин происходит кровосмещение, и дети рождаются с отклонениями. Близким родственникам жениться разрешено, но если у них была одна кормилица, то нельзя. Мужья очень ревностно относятся к своим женщинам и всячески пытаются спрятать их от чужих глаз. Тут все женщины выходят замуж не по любви, а по велению и выбору отца. И если в семье рождается девочка, то это большой праздник, ведь за невесту можно получить хороший выкуп. Сайкал Султанкулова, Медер Джамбиешев, Общественный первый канал, Памир, Афганистан.